6 марта 1878 года военно-полевой суд в Грозном над 17 руководителями восстания в Чечне в 1877 году, из них 11 приговорили к смертной казни через повешение. 9 марта 1878 года казнь через повешение на Ярмарочной площади в Грозном Алибека Хаджи Алдамова, Ума Хаджи Дуева, Дады Умаева, Дады Залмаева и других руководителей восстания в Чечне в 1877 году. Алибек Хаджи и его сподвижники сессии военного суда в Грозном были приговорены к смертной казни через повешение. Вот имена казненных: Алибек Хаджи из Симсар, Нур Хаджи Кусум из Чечен-Аула, Хусейн Хаджи из Акты-Шакх, Газурка из Гурты-Котор, Губахан из Гули, Курка из Ведено, Ларсан Хаджи из Тивзана, Мита из Чеберлоя, Дада Залмаев из Чеберлоя, Ума Хаджи из Дзумсоя, Дада, сын Умы, из Дзумсоя. Когда суд объявил 70-летнему Ума Хаджи Дуеву о том, что он приговорен к смертной казни через повешение, он ответил: «Все равно я должен когда-нибудь умереть. Умру ли я от того, что вы меня повесите, или умру от какой-нибудь болезни, какая в том разница?» Когда приговор был объявлен Даде Залмаеву, он ответил так: «Я не удивляюсь тому, что вы меня повесите. Если бы мы победили, то и я повесил бы русского царя». Губа-хану суд объявил, что он приговорен к смертной казни за то, что взрывал дорожные мосты, построенные государством, и за то, что причинил ущерб в 2000 рублей. Губа-хан ответил: «С помощью родственников я смог бы собрать 2000 рублей, но, клянусь вам Аллахом, я не уплатил бы и грош за помилование». А когда приговор огласили Алибеку Хаджи, он без бравирования, но с большим достоинством ответил: «Благодаря моим уверениям о необходимости поднять восстание меня всегда сопровождало 60 человек. Своей добровольной явкой я хотел избавить их от ответственности и приостановить повстанческое движение и вместе с тем гибель народа. Пусть теперь знают все, как русский царь расправляется с теми, кто является к нему с повинной». На суде Алибеку Хаджи задали вопрос: «Алибек Хаджи, ты еще совсем молодой и уже Хаджи, имел почет в горах, значит ты умный и знающий человек. Как ты думал воевать против могучего русского царя?» Имам ответил: «Какое мне дело до могучего царя или султана? Я знал, что между ними война, я хотел этим воспользоваться и освободить свой бедный народ». Осужденным предлагали подать ходатайство на имя царя, но они все без исключения отказались. «Царь обещал, — сказал Алибек, — не судить меня и моих товарищей и не обижать бедный народ. Но он обманул нас. Пусть весь мир знает, как коварен русский царь». Во время казни Алибека Хаджи поставили на табуретка и надели на шею веревку. Долго никто не решался выбить из-под ног у него табуретка. Всем было жаль молодого красивого имама. Наконец один согласился за деньги. Когда он нагнулся к табуретке, Алибек Хаджи ударил его в лицо ногой и сам оттолкнул табуретка. Это подтверждается документом. Один из очевидцев казни позже писал в своих воспоминаниях: «Меня поразило спокойствие, с которым эти люди умирали. Все казненные были зарыты на месте казни в общей яме в городе Грозном». Чеченский народ бережно хранит в памяти и передает молодому поколению рассказы об эпизодах, связанных с этими мужественными людьми. Алибек Хаджи по праву занимает место на самых верхних ступенях истории боевой славы и борьбы народов Северного Кавказа за независимость. Он с честью прошел свой путь воина и народного лидера, и завершил его достойно.